Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Как стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и, как руда, пожертвовать собой. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они. Алим садится в кабину У-2. Юноша волнуется, ведь это же его первый самостоятельный полет. С того дня Байсултанов стал летать ежедневно. Кто еще не знал Алима, нет-нет, да и спрашивал, откуда он, кто он. Такому инструктор отвечал: из селения Яникой, Алим Байсултанов. У его отца, балкарского крестьянина, 6 детей. Старший из них Алим. Отец хотел, чтобы Алим стал учителем, но сам парень больше всего мечтает о небе, и он обязательно обретет крылья, станет летчиком. Успешно изучив программу Нальчикского аэроклуба, Алим поступил в Ейское военное авиационное училище, готовившее морских летчиков. Байсултанов участвовал в войне с Финляндией, а в 41-м сразу же вступил в бой. Боевые друзья с гордостью говорили о нем: у нашего Алима храбрости на троих. В июле 41-го года 3 истребителя И-16 были посланы на задание. Летчикам предстояло разведать обстановку во вражеском порту. Старшим группы был Байсултанов. При подлете к цели их встретили 4 фашистских самолета. Алим приказал ведомому: «Атакую, прикрой меня!» Он сбил вражеский самолет, а его друзья уничтожили еще одного стервятника. Комиссар батальона, крепко пожимая руку Алиму, сказал ему: «Вы просили рекомендацию в партию?» «Да». «Зайдите, я вам ее напишу». Время шло. Все более возрастал боевой счет кавалера 2 орденов Красного Знамени капитана Алима Байсултанова. В наградном листе указано, что к лету 42-го года он совершил 277 боевых вылетов, произвел 64 штурмовки врага, 27 разведок, провел 45 воздушных боев, уничтожил 7 самолетов противника в воздухе и 2 на аэродроме. Защищая великий город Ленина, гвардии капитан Байсултанов каждым своим боевым вылетом приближает День Победы над немецко-фашистскими войсками, писали полковник Михайлов и комиссар Безносов. Высокое летное мастерство, разумная инициатива, бесстрашие в бою и жгучая ненависть к врагу — вот черты советского сокола, летчика-истребителя, гвардейца Байсултанова, слава о котором идет далеко за пределы Балтики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года Алиму Юсуфовичу Байсултанову присвоено звание Героя Советского Союза. Славный сын Кабардино-Балкарии Алим Байсултанов погиб смертью храбрых 23 сентября 1943 года в воздушном бою. Ему было всего 24 года. В январе 2010 года группа студентов Кабардино-Балкарского лицея строителей встретилась с родными и близкими Алима Байсултанова в селении Яникой. Его родной сын и внуки живут за пределами Кабардино-Балкарии, поэтому общение было в кругу многочисленных племянниц и их детей. С неподдельным радушием принимали нас. К большому удивлению, все они работают в Яникойской школе, с гордостью рассказывали нам о своем героическом родственнике. Решением сессии местного самоуправления осенью 2009 года школу села Яникой назвали именем Алима Байсултанова. Неприятным открытием для нас стало то, что дом, в котором родился Герой Советского Союза, находится в катастрофическом состоянии. Родные Алима с болью в сердце говорили о своей мечте – создании музея, но, к сожалению, средств на это пока не хватает. Искренне желаем, чтобы правительство обратило внимание на эту проблему. Слава вам, храбрые, слава бесстрашные, вечную славу поет вам народ, смерть сокрушившие, доблестно павшие. Память о вас никогда не умрет.